Блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продуктов. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Привет, друзья! Сегодня вместе с вами открываем кулинарную азбуку. С вами я, шеф-повар Динар Мингазов. Итак, начнем. Вы все прекрасно знаете, что любая азбука начинается с буквы А. На А мы сегодня будем готовить азиатскую кухню. Почему я выбрал азиатскую кухню? Потому что она богата специями, разными приправами, пряностями, соусами. Также она готовится очень легко, быстро и в домашних условиях. В азиатскую кухню входит кухня народов Японии, Китая, Малайзии и другие. Сегодня мы будем вместе с вами готовить китайскую кухню. Вы все прекрасно знаете, что азиаты любят очень рис и лапшу. Сегодня мы будем готовить лапшу с утиной грудкой. Сегодня я буду использовать утиную грудку, яичную лапшу, цукини, сладкий перец и лук-порей. Для начала мы возьмем нашу утиную грудку. Нарежем ее ломтиками. Да, обязательно режьте мясо поперек волокон, чтобы оно у вас было мягким. Для этого блюда достаточно примерно около 70 грамм. Это горячее блюдо подается в основном на обед, а можно даже на ужин. Мы нарезали утку и поставим воду кипятиться. И пока вода кипит, мы нарежем свежие овощи. Для этого мы возьмем сладкий перец, желательно разного цвета, чтобы у нас было блюдо яркое, красочное. В этом блюде используется болгарский перец, цукини и лук-порей. Все это мы нарежем соломкой. Возьмем лук-порей. Его тоже нарежем кругляшками. Хочу напомнить, что блюдо мы готовим на 2 персоны. Возьмем сковородку вок и нальем туда чуть-чуть оливкового масла. Оливковое масло лучше выбирать с первого отжима. Для приготовления этого блюда можно использовать гречневую, рисовую, пшеничную лапшу. Мы выбрали яичную лапшу. Интересно, упаковано прям даже по порциям. Так, мы взяли одну порцию, сейчас возьмем вторую. Итак, у нас вок нагрелся, масло уже начинает шипеть, и мы добавляем туда утиную грудку. Шипит, интересно, масло, нет? Опа! Шипит. С азиатской кухней меня познакомил один известный шеф-повар, его зовут Леша Ли. Он работает в известных московских ресторанах. Вот, он мне показал все азы этой кухни. Итак, добавляем наши овощи в вок, кроме лука-порей. Лук-порей у нас пойдет в последнюю очередь, так как он обжарится очень быстро и начинает чернеть. Ингредиенты обжариваем не очень долго, как говорится на сленге поварской кулинарии, аль денте. Итак, добавим чуть-чуть соевого соуса. Пусть это у нас чуть-чуть потомится в этом соусе. Добавим соус тонкацу. Приблизительно где-то столовую ложку. Какой чудесный аромат. Итак, наша лапша сварилась, и добавляем ее в вок. Затем в вок кладем лук-порей. Все это тщательно перемешиваем. Еще раз хочу напомнить, мы не солим это блюдо, потому что соевый соус и соус тонкацу, он имеет ярко выраженный солевой вкус. Так, наша лапша потомилась в воке приблизительно полминуты, и она уже практически готова.
Утиную грудку нарезали тонкими пластами поперек волокон. Яичную лапшу отварили и слили воду. В раскаленном воке на оливковом масле обжарили утиную грудку, через пару минут добавили нарезанный соломкой болгарский перец и цукини, а также соевый соус и соус танкацу. Через пару минут в вок выложили заранее отваренную лапшу и лук-порей. Все тщательно перемешали и томили еще полминуты. В Китае используют для приема этой пищи глубокие тарелки. Блюдо у нас получилось не острое, пикантное. Ну и на подушку жареных овощей мы положим нашу утиную грудку. Для оформления мы используем лук-резанец. И все это посыпем кунжутом. Итак, друзья, мы сегодня с вами открыли нашу азбуку с буквы А – азиатская кухня. Как вы видите, все это готовится очень легко, быстро, можно это все приготовить в домашних условиях. Готовьте с нами, приятного аппетита, с вами был я, Динар Мингазов. Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Даже обычный ужин настоящая хозяйка может превратить в маленький праздник. Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.